Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Перспективы развития до 2035 года. Глава республики Айсан Николаев готовит предложения по стратегиям транспортного развития. Никто не лишний. В России продолжается перепись населения. Расскажем об этом более подробно. Теперь только рестлинг. В Ленске появилась секция вольной борьбы. Президент России Владимир Путин поручил представить предложение о распространении программы «Дальневосточная ипотека» для проработавших на территории Дальневосточного федерального округа не менее 5 лет воспитателей детских садов, учителей школ и колледжей, а также медиков. Напомним, программа льготной ипотеки для Дальнего Востока заработала с декабря 2019 года. Она предполагает выдачу кредита по 2% годовых молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, а также неполным семьям с несовершеннолетними детьми на покупку жилья на Дальнем Востоке или на строительство дома на дальневосточном гектаре. Глава республики принял участие в семинаре совещаний по подготовке предложений в стратегию транспортного развития России, которые будут рассматриваться на Госсовете. Айсан Николаев возглавил работу круглого стола, посвященного международным транспортным коридорам. По его мнению, активное внимание нужно уделить строительству портов на Тихоокеанском побережье, на севере Хабаровского края, в Магаданской области и на Камчатке. Это придаст новый стимул экономике всей страны в ближайшие десятилетия. Кроме того, глава Якутии поднял вопрос определения единого оператора транспортного пути по коридорам Запад-Восток и Север-Юг. Для того, чтобы страна имела возможности новыми транспортными коридорами выходить. И это нужно на самом деле не только для развития экспорта, это очень важно для обеспечения в целом геополитической, геостратегической стабильности нашей страны, в том числе на Дальнем Востоке. Поэтому обсуждение идет очень интересное, и конкретные предложения, которые работа нашего круглого стола позволила нам сейчас сформулировать, мы обязательно в последующем будем обсуждать с правительством нашей страны. Отметим, экспертами круглого стола выступили представители науки, бизнеса, отраслевых профсоюзов, Министерства транспорта России, Государственной Думы и главы регионов. Выработанные предложения будут внесены на рассмотрение заседания Госсовета с участием президента страны. Госсовет состоится сегодня, 19 октября, в Москве. Главная его повестка – новая транспортная стратегия России до 2035 года. В Якутии работают стационарные участки переписи населения. Помимо этого, с начала этой недели переписчики начали ходить по домам и квартирам. На какие вопросы придется ответить и как распознать настоящего переписчика, выяснял Евгений Тайтонов. Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. На прошлой неделе жители страны получили возможность самостоятельно пройти процедуру на портале государственных услуг. Ну а сегодня в зданиях Почты России, кассах Энергосбыта и офисах МПЦ открылись стационарные участки. Всего по Якутии их более 100. Я работаю допоздна, и поэтому, чтобы дома не сидеть, ждать переписчика, когда придет, какой день, я же не знаю. И поэтому мы и по шаговой доступности от работы это близко, это удобно. Вот время выбрала и зашла, и переписалась. Якутию разделили на 276 переписных участков. По адресам будут ходить порядка 2000 специально обученных переписчиков. Красно-синий шарф, голубая жилетка, темно-синяя сумка с символикой всероссийской переписи населения и планшет. Вот отличительные черты переписчика. Постучались в дверь, я открыла, показала свой паспорт, удостоверение. Был, как положено, был в маске, в защитных перчатках. Паспорт у меня не попросили, просто в планшете, в общем, забили, спрашивали вопросы, я отвечала. То есть у меня никаких документов не спрашивали. И длилось, наверное, минут, 5-10. Переписчик не обязан требовать какой-либо документ. Он задает гражданам утвержденные 33 вопроса и фиксирует их на планшете, 23 из которых общие, такие как пол, возраст, семейный статус, язык и национальность. Остальные 10 касаются жилищных условий. Переписчик прописывает с помощью планшета, прописывает по факту проживания, никаких документов не требуется. Там вопросы могут быть самые элементарные, простые. Национальность может там, каким языком владеет, сколько человек проживает в семье и так далее.
Самостоятельно переписаться на портале государственных услуг можно будет до 8 ноября. А те, кто не успел, вплоть до 14 ноября могут посетить стационарные пункты или же ждать переписчиков на дому. Евгений Тайтонов, Артем Алексеев, Якутск. В этом году 137 медиков республики поедут работать в сельские учреждения здравоохранения по программе «Земский доктор». Преимущественные квоты предоставили для арктических районов республики. Из общего количества земских медиков 84 специалиста отправятся работать на арктические территории. Отметим, что категории медработников в этом году расширены. Более того, с этого года возобновили программу улучшения жилищных условий. И теперь земские врачи в возрасте до 40 лет имеют возможность получить дополнительную денежную выплату для приобретения благоустроенной квартиры. Врачи до 40 лет, прибывшие, переехавшие в арктические и северные районы нашей республики, имеют право участвовать параллельно в программе обеспечения жильем медицинских работников. Программа предполагает предоставление социальной выплаты в размере 50% от стоимости типовой однокомнатной благоустроенной квартиры на приобретение жилья с условием обязательной отработки в медицинской организации в течение 5 лет. На сегодняшний день показатель эффективности реализации федеральной программы как земский доктор и земский фельдшер всего заключено 16 договоров. Из них с врачами 11 и 5 фельдшеров. В Покровске строится здание скорой помощи. Работу ведет компания «Сибстрой» по финансовому лизингу. Таким образом, между компанией и Хангаласской районной больницей заключен договор на 3 года. В течение этого периода медучреждение за счет средств обязательного медицинского страхования вносит платежи согласно утвержденному плану. По проекту новое здание скорой помощи должно быть двухэтажным. Общая площадь составит 80 квадратных метров. Стоимость строительства – 12 миллионов рублей. В данном году, в сентябре этого года, в нашем районе начато строительство здания скорой медицинской помощи. Здание строится по лизингу компании ООО «Сибтранстрой». В здании будет располагаться гараж на 2 машины и на 2-м этаже пульт. На этой неделе ожидается поставка материалов по внутренней отделке здания. И до декабря, срок у нас до декабря, ожидается уже ввод здания в эксплуатацию. Хапсагай и вольная борьба. Такие спортивные секции появились в Ленске. Их посещают как дети, так и взрослые, причем совершенно бесплатно. Новые направления – результат плодотворной работы спорткомитета Ленского района. Он культивирует 19 различных видов спорта. На тренировке побывала Анна Кожевникова. Прежде чем познакомиться с элементами вольной борьбы, маленькие спортсмены выполняют упражнения для общей физической подготовки. Только потом знакомятся с приемами. На ковре будущие чемпионы. И то, что это действительно так, сомнений нет. Ведь тому, с каким упорством и рвением занимаются маленькие борцы, позавидует любой взрослый спортсмен. В Ленске появились 2 новых спортивных секции – вольная борьба и хапсагай. Занятия проходят в спортзале «Карат» в микрорайоне Северный. В секции «Вольная борьба» 3 группы детей, а вот хапсагаем занимаются даже взрослые. Много взрослых, около 20 человек, а детишек больше 30, где-то 40. Здесь, можно сказать, качество, как сказать, быстрота, ловкость и сила. Вот и все в вольной борьбе. А по хапсагаю тоже так же. Хапсагай и вольная борьба – схожие виды боевых искусств, но все же есть и отличия. В национальном виде спорта используется оригинальная техника исполнения проходов в ноги и бросков через грудь – халбарыи по-якутски. Многие приемы соединены в многоступенчатые комбинации. Распространены такие, как сваливание соперника захватом головы и ноги – тюрген и передняя подсечка – халбарыян тебии. В
целом спорт в Ленске на высоком уровне. И дети, и взрослые могут попробовать себя в 19 различных направлениях. У нас в муниципальном казенном учреждении Комитет по физической культуре и спорту культивируется 19 видов спорта. Это игровые виды спорта, единоборство, настольный теннис, фитнес-аэробика, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг. По решению главы нашего района все наши секции, все пункты проката у нас работают абсолютно на бесплатной основе. И если в сложившейся эпидемиологической обстановке массовые мероприятия сегодня под запретом, то свободное посещение спортзалов и секций пока не отменялось. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.